В Ингушетии возведут 3 автомобильных газонакопительных станции. Такие планы были озвучены на встрече главы региона с руководителем Ингушнефтепродукта. Подорожали цены на проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление подписано в правительстве в связи с инфляцией. В ГУПе садовод собирают урожай. Экологически чистая продукция хозяйства пользуется спросом у местных жителей. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Юнусбек Евкуров поздравил с днем рождения заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурата Зязикова. Ему исполнилось 60 лет. В поздравительной телеграмме руководителя региона говорится: «Сегодня вы используете свой богатый опыт созидательной деятельности, проявляя гражданскую ответственность на высоком государственном посту. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и достижения намеченных целей, успеха во благо страны в интересах всех граждан Российской Федерации». Конец цитаты. Глава Ингушетии провел рабочую встречу с руководителем Ингушнефтепродукт по вопросу реализации инвестиционных проектов на территории субъекта. Речь, в частности, шла о создании инфраструктуры для заправки автомобилей компримированным газом. По словам Батырбека Хаматханова, эта работа распределена на этапы. Предполагается, что в Ингушетии возведут 3 автомобильных газонаполнительных компрессные станции. Они будут расположены в районе аэропорта Магаз, в сельском поселении Сыгапши и близ перекрестка кругового движения Магаз-Назрань. Глава Ингушетии отметил, что необходимо проработать вопрос строительства еще одной компрессорной станции в районе нового автовокзала. Он пояснил, что это необходимо для удобства обслуживания общественного транспорта. Напомним, что в рамках Петербургского экономического форума главой региона была достигнута договоренность с руководством Роснефти о строительстве в республике 3 таких станций. В Ингушетии подорожали цены на проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление подписано в правительстве в связи с инфляцией. Все подробности у нашего корреспондента. Теперь стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась на 30% в рейсовых автобусах и на 20% маршрутных такси. Как отмечают в региональной компромсвязи, повышение цен связано с инфляцией и проводится в соответствии с постановлением правительства. При этом стоит подчеркнуть, что в Ингушетии плата за проезд одна из самых низких на Северном Кавказе. Также необходимо отметить, что тариф у нас в республике не менялся на пассажирском транспорте с 2013 года, тогда как в рамках действующего нормативного акта он должен меняться не реже 2 раз в год. То есть нормативная база для этого соответствует, то есть это есть соответствующие приказы Минтранса России, в рамках которых регламентируется порядок изменения ценообразующего фактора именно в области пассажирских перевозок. В повышении цен сами пассажиры видят как положительные, так и отрицательные стороны, но глобальных изменений никто не заметил. Время идет, все меняется. Цены дорожают, а топливо дорогое. Естественный проезд будет дорогой, тут в этом нет ничего такого. Все дорожает в этом мире, ничего страшного. Студентам очень тяжело, потому что зарабатывать им негде, учиться же нужно. Пенсионерам тоже тяжело, потому что маленькая пенсия. В общем, сумма как бы не очень сильно заметна, вроде бы меня все устраивает. Водители рейсовых автобусов также отмечают экономическую обоснованность повышения цен за проезд. Тем более, если исходить из тарифной сетки, в которой указаны горюче-смазочный материал, запчасти и резина, все эти элементы напрямую отражаются на стоимости тарифа. Везде же вот на газ добавили, на бензин добавили, ну на все добавлено, а вот цены, тарифы на перевоз пассажиров, это редко добавляется, это же не часто так добавляется. Цены уже утверждены. Переплата нескольких рублей пассажирам дает возможность быть уверенным, что автобус не сломается на половине пути. Для них будут созданы все комфортные условия. Мака Келиматова, Рамзан Миржоев, Новости 24. Уже в конце этого года в юго-западной части Малгобека откроется детский сад на 220 мест. На объекте сейчас трудится 5 бригад, они работают без выходных. На стройплощадке побывала Зарема Евлоева. Сейчас второй блок, средний блок, самый главный блок, самый серьезный. Мы его сейчас через 3 дня зальем. 2-й этаж и на подходе 3-й. Современный 3-этажный детский сад по плану должен быть возведен за 6 месяцев. В новом городке по большей части живут молодые семьи, поэтому открытие этого объекта ждут с нетерпением.
В новом году дошколята из 3-го микрорайона города Воинской Славы наконец дождутся своей очереди в сад. А подрядчики, в свою очередь, стараются не просто успеть к сроку, но и заботятся о качестве. Тем более, что технадзор сюда наведывается с завидным постоянством. Бояться, я думаю, тут нечего, потому что мы действительно арматуру тут, где, например, 12 диаметр мы пускаем, если нету, то 14, где от 14, 16 на усиление, вот сами проверяем качество, требую сам, и сам не отдыхаю, и никому не даю отдыхать. Утепленный пол, просторные комнаты, спортивный зал и современные игровые площадки. Хорошие условия обещают не только для воспитанников, но и для рабочего персонала детсада. Сейчас на строительном объекте задействовано около 70 человек. 5 бригад, каждая из которых ведет свое направление. Мы пригласили субподрядчиков, чтобы благоустройство одновременно, отопление, электрику и воду, чтобы нам одновременно они начали, чтобы без задержки, чтобы мы, как нас планировано по плану к Новому году, хотя бы к Новому году вот, постараться. Да. Детские сады по подобному проекту уже возведены в 6 сельских поселениях региона. Тщательно продуман не только проект самого здания, но и прилегающей территории. К открытию во дворе сада будут разбиты развлекательные и развивающие детские площадки. Зарема Ивлоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Концерт Стаса Михайлова в Ингушетии отменили. Об этом стало известно накануне. Напомню, сольный концерт должен был состояться 10 сентября в 17 часов во Дворце спорта «Магаз». Причину отмены концерта организаторы не называют. Создана комиссия, которая контролирует возврат билета. Вернуть деньги при предъявлении билета можно в кассах до 15 сентября включительно. В любом случае гастроли, да, будут у артиста продолжаться. Также планируются опять же гастроли на Северном Кавказе. Пока что могу сказать только, что концерт будет в декабре в городе Грозном, 16 декабря по планам. А по концертам в других городах тоже информация также будет обновляться на сайтах, потому что были отменены концерты и в Краснодаре, и в Владикавказе, и в Синтуках, и в Нальчике. То есть весь полностью тур был отменен. И как у себя на сайте заявляет артист, что будет информация постоянно обновляться, то есть, что просто так, как бы отмены не пройдет, что будут делаться переносы, возможно, будут меняться площадки, и так далее. Профессор НИИ фтизиопульмонологии имени Сеченева Дмитрий Гиллер провел мастер-класс для ингушских студентов. Молодые люди наблюдали за тем, как известный врач проводит сложную операцию. За всем этим также наблюдала и наша съемочная группа, репортаж Мадины Пугоевой. Больная под наркозом, медицинские инструменты готовы, врачи приступают к оперативному хирургическому вмешательству. На операционном столе 22-летняя девушка, которой медикам предстоит сделать повторную резекцию легкого. За ходом операции следят студенты Ингушского государственного университета. Гелани Тачиев уже перешел на 4-й курс. Сейчас он и его одногруппники посещают лекции по фтизиатрии. Для молодого и пока еще не совсем опытного юноши подобная операция первая и самая запоминающаяся. Гелани уже сейчас твердо для себя решил, какую специальность выберет в ближайшем будущем. Понравилось вообще фтизиатрия, изучение туберкулеза, лечение всей этой болезни. Очень много классификаций данного заболевания. Посмотрим в ходе учебы. Так-то я имею желание поступить, стать фтизиатром. За каждым движением опытных хирургов студенты следят с особым трепетом. Каждый последующий этап операции для молодых людей – нечто новое и неизведанное. Между делом торакальные хирурги описывают процесс оперативного вмешательства. Поскольку у больной имеются сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет, а также экстремальная устойчивость ко всем основным препаратам, спустя 10 лет после первой операции туберкулез снова дал о себе знать. На фоне лечения, сочетание химиопрепаратов, сочетание с коллапсотерапией, удалось ограничить процесс, уменьшить его. Да? И вот сейчас проводится оперативное вмешательство, это удаление части легкого будет выполнено. Оперирует пациентку доктор медицинских наук профессор Дмитрий Гиллер вместе со своим учеником Якубом Имагужевым. Он и его коллега прошли ординатуру и аспирантуру в Москве, получили высокую квалификацию и степень кандидатов медицинских наук. За плечами у ингушских торакальных хирургов не одна тяжелая операция. Врач-анестезиолог Илья Ленев уже успел по достоинству оценить профессионализм наших медиков. Туберкулез имеет тенденцию давать рецидив. И всегда повторная операция сложнее, чем первичная операция. Потому что есть технические трудности, с которыми может не каждый хирург справиться.
Но ваши хирурги справились с этой задачей на 5. Впрочем, на этом останавливаться не стоит, уверен профессор Дмитрий Гиллер. Тем, кто выбрал профессию врача, необходимо постоянно учиться, расти в профессиональном плане и самосовершенствоваться во благо медицины. Президент Европейского общества таракальных хирургов. Он приезжал ко мне учиться делать таракопластики у больных туберкулезом. Вот ведущий хирург европейский, который имеет самый большой в мире опыт пересадок легкого, вот ему не зазорно что-то приехать и учиться. И я тоже езжу в другие клиники и смотрю, что там делается. Это тоже можно назвать учебой. Операция под руководством профессора и доктора медицинских наук Дмитрия Гиллера прошла успешно. Пациентке медики удалили часть легкого, в которой находился туберкулезный гнойник, а студентам показали, как провести хирургическое вмешательство с наименьшей кровопотерей и небольшим доступом к грудной клетке. Мадина Пугоева, Султан Булгучев, Новости 24. В ГУПе «Садовод» собирают урожай. В ведении хозяйства участок 200 гектаров. 100 из них отведены для выращивания яблок. Продукция ГУПа пользуется спросом у местных жителей. Почему, знает наш корреспондент. Яблоко от яблони недалеко падает, а вот у Курейша Цароева плоды попадают прямо в подставленную корзину. В отрасли садоводства Курейш специалист с большим опытом. Овощеводству и плодоводству он посвятил 45 лет. Вместо рутинной работы в кабинетах Курейш предпочитает коротать время непосредственно в саду. Мы имеем здесь 200 гектаров, из них 100 гектаров плодоносящий сад. И мы в прошлом году, не в прошлом, даже весной этого года посадили на 3 гектарах косточкового слива сорт Стэнли и 8000 кустов малину посадили. 20 гектаров яблоневых садов, причем половина урожая уже собрана. Остальное богатство агроном планирует собрать до конца месяца. Помимо этого в саду выращивают и другие плодовые культуры – груши, малину, сливу. Главная цель садовода – возродить в регионе это направление и развить его. Действительно, был сад очень сильно заброшен, сад болел сильно, но его ремонтировать, значит, так бы сказать, значит, мы работаем совместно с Кабардино-Балкарией, завозим оттуда препараты, которые, значит, да, как бы выздороветь сад наш, значит, ну, на этом саде, значит, надо работать еще год-два, еще, если так продуктивно получить такой урожай, который мы хотели бы видеть сегодня. После сбора урожая яблоки отправляют на реализацию. Местные жители, да и из других регионов покупатели охотно раскупают натуральный продукт ингушского производства. Яблоки ГУПа «Садовод» пользуются большим спросом. Это объясняется отличным соотношением цена-качество. Сегодня даже продукт, который он продает дешевле 50%, даже по сравнению с другими регионами сегодня. Да, у него груш сегодня хороший, яблоко у него неплохой. А слива, конечно, была в этом году очень мало. Прошлый год был хороший урожай, но в этом было мало. Он год за годом не проходится также урожайность. Ну, а Косточкова, как Семечкова, сегодня хороший. В планах у руководства сада расширение площади под плодовые деревья. Задача для садовода, впрочем, вполне осуществимая. Тем более, когда качество продукции говорит само за себя. Хади Добриева, Хава Евлоева, Адам Долгиев, Новости 24. В Ингушетии насчитывается 45 крупных рек и 730 мелких ручейков. Их экологическое состояние оставляет желать лучшего. Об этом говорилось на экоуроке в Нестеровской школе. Он прошел в рамках всероссийской акции «Вода России». Лейла Гайсанова продолжит. Поутру, приведя в порядок себя, не забудь привести в порядок и свою планету. Слова французского писателя Антуан де Сент-Экзюпери, пожалуй, никогда не потеряют свою актуальность. Проблемы планеты волнуют и нестеровских школьников. Мысль о том, что в решении экологических проблем свое участие должен принять каждый житель Земли, часто звучит на открытом уроке. Ребятам рассказывают о проблемах водных ресурсов, загрязнение которых приводит к серьезным последствиям. Одновременно мы затронули тему, что такое вода, что вода – это бесценный дар. Мы просмотрели ролики о реках Ингушетии, выявили проблемы рек Ингушетии, а также решили, как мы, молодые будущие, да, взрослые, хотели бы решить проблему реки Сунжи. По территории Ингушетии протекает 45 крупных рек и 730 небольших ручейков. Экосостояние многих из них оставляет желать лучшего. Однако есть и примеры для подражания. Отличительная особенность реки Фуртанга –
которая протекает в Джайрасском районе, ее чистота. В ней даже водится форель. Эта рыба нечистую воду не признает. Сегодня очистить уже загрязненные реки, по мнению школьников, можно только путем строительства современных очистительных сооружений и уменьшения количества выбрасываемого мусора. Школьники всерьез задумались и о своем отношении к окружающей среде. Мы должны обращать больше внимания на нашу природу, на наши реки, о том, что мы должны говорить другим людям то, что они не должны загрязнять воду. Экономическая ситуация в Ингушетии может улучшиться, если человек станет лучше обращаться с природой, то есть начнет с самого себя. Все реки Ингушетии берут начало у Казбека. Протяженность у них разная, но проблема одна и та же. Например, Аса, которая свое название получила в честь возгласа в ингушском темпераментном танце длиной 133 километра, а Сунжа – 22. Одной из угроз для Сунжа стало загрязнение, из-за которого в одно время в ней гибла рыба. Виной всему сточные воды и химикаты. Реки – наше богатство, и его нужно приумножать, а не разбрасываться им. Таков посыл юных борцов за чистую природу. С ребятами полностью согласны и экологи. Тема, затронутая сегодня, то, что касается водных ресурсов Ингушетии, крайне важна для нас всех на сегодняшний день, потому что это достояние нашей республики, достояние нашего народа. Сегодня вы учитесь только в школе, и в принципе дальше вас ждет только более трудный путь. С каждым днем вы будете понимать, что на вас ложится ответственность за вашу республику. Впрочем, познавательный урок выдался не только для самих ребят, но и для гостей. Школьники рассказали взрослым немало интересных фактов о природных богатствах. Не менее важно для них поделиться полезным советом и с другими. Я думаю, что благодаря тому, что вы сегодня рассказали, другие учащиеся города Сунжи, Карабулака, Троицка, которые рядом расположены, все выйдут, наверное, сегодня в субботу и будут заниматься очисткой реки Сунжи. Мы тоже с вами планировали классным руководителем совместно с Фатимой Шамсудиновной, организуем автобус, выйдем туда и тоже примем какое-то участие, будем берега очищать. Вода – это жизнь. Во все времена важно было бережное отношение к ней. Наши предки, к примеру, проезжая по мосту через реку, всегда приподнимались, тем самым приветствуя воду, точно так же, как приветствуют людей. Лейла Гайсанова, Хаваш Гойгов, Новости 24. Ингушские спортсмены приняли участие в соревнованиях по пауэрлифтингу. 12 молодых людей выступали на всероссийском турнире Кубка Георгия Победоносца. В общей сложности ингушская команда собрала 20 медалей, 12 из них высшие пробы. Слово Зарине Могушковой. Активная подготовка, воля к победе и позитивный настрой позволил ингушским спортсменам снова показать отличный результат. В итоге в копилке команды 12 золотых медалей, 5 серебряных и 3 бронзовых. Магомед Амирханов в категории от 110 до 125 килограмм взял первое место в становой тяге, третье место в жиме лежа и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Главный соперник Сыштангер. Всероссийский турнир Кубок Георгия Победоносца по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, народному жиму и армлифтингу проходил в Ставрополе 2 и 3 сентября. В соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из различных городов России. Из Ингушетии завоевать первые места отправились 12 спортсменов, тренируемых президентом Федерации по пауэрлифтингу. Конкуренция была очень сильная, потому что было больше 400 человек, участников, и получалось, что на каждое призовое место по 6-7 человек выходил. То есть это не только первое место, и второе, и третье места. То есть конкуренция была большая практически в каждой весовой категории, за исключением весовых категорий 140+, и вот именно маленьких категорий до 56 килограмм, там было по несколько человек. А так, в основном, с категории от 75 и до 125 там очень жесткая конкуренция была. В общем зачете ингушская команда заняла 2 место, а 5 пауэрлифтеров выполнили норматив мастера спорта и 7 спортсменов норматив кандидата в мастера спорта. В их числе Алисхан Марзиев в весовой категории 100 килограмм. Он выполнил норматив КМС по становой тяге. Кандидат Эрас, это мама тренер Дико, Сахшудах нормально, Хамаш Вагио, новичок Шпардуха Маур. Духа Мауча, призыва Махтигжай, Шишаков.
Спортсмены планируют принять участие в турнире на Кубок Северного Кавказа, который пройдет в Ингушетии. А до конца года спортсмены готовятся выступить на чемпионатах России, Европы и мира. Залина Магушкова, Рахман Цуров, Новости 24. В Нестеровске отметили День образования населенного пункта. В числе акций, приуроченных к этому событию, был детский шахматный турнир. Он прошел в местном доме культуры и собрал несколько десятков участников. Там побывала наша съемочная группа. Несмотря на то, что турнир детский, поединки разворачиваются вполне серьезные. Одна неверная комбинация может дорого обойтись с участником. Магомед Евлоев ходит по шахматной доске уже 2 года. В списках достижений у него уже несколько побед на региональных турнирах. Итальянская партия, русская партия, славянка или защита Немцовича. В свои 13 лет он знает все тонкости игры, как поставить мат своему сопернику и какой ход лучше сделать. Если сделать рокировку, например, неправильно, вот рокировка в длинную сторону, я сделал ее одной рукой и нажал одной рукой. Если я сделал ее вот так, раз, а потом второй рукой и нажал это считается невозможным ходом. Мадина Даурбекова играет в шахматы полгода. Любовь к умному виду спорта привил отец. Как и для каждого участника, здесь для нее первостепенная задача – это выиграть партию у соперника. И методы для этого у девочки свои. Вот так, Е4, конь F6. Слон сюда, и уже на третий ход всегда делаем рокировку. Сегодня за игровыми столами встретились 37 участников. Мальчики и девочки с 7 до 14 лет 2 турнирных дня будут биться за призовые места. Открытые соревнования проходят по швейцарской системе. 9 туров с контрольным временем 15 минут, плюс 10 секунд на партию каждому участнику. В поединке сходятся шахматисты с одинаковым количеством очков, набранным за игру. Уже сейчас здесь есть свои кандидаты на победу. У нас есть свои фавориты, у нас это круг большой, человек 14, 12, 16, может быть, человек. У нас участников имеют большие шансы занять призовые места, скажем так. У нас призовые места будут, значит, 15 лет мальчики и девочки, 11 лет мальчики и девочки, поэтому всего призеров ожидается 12 человек. Чьи ходы приведут к победе, станет известно уже завтра по окончанию всех туров соревнований. Юных гроссмейстеров, занявших призовые места, наградят медалями и другими ценными призами. Жарайдат Халухоева, Рахман Цуров, Новости 24. Сразу после выпуска новостей смотрите на нашем канале традиционное интервью Юнусбека Евкурова по итогам недели. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.